Исаира, Аха, Ашарчуцвит. Я хочу рассказать историю про моего отца, Бова Харитона Самсоновича, 1927 года рождения, рожденный в Ачимчирском районе, село Река. Получил повестку в 1942 году. 18 лет как исполнилось, и призвали его. Он не любил, в принципе, рассказывать все это, как и многие, которые прошли действительно всю эту войну. Было ему трудно рассказывать. Сперва там обучались, он был. Потом, впоследствии, после того, как обучались, он стал минером. Служил на корабле, на тральщике, разминировали берега Черноморского побережья и служил в Керчи. Первое время, о чем имеется запись в военном билете. Это военный билет послевоенный билет. И в 1942 году его забрали на войну, и вернулся он с войны, как говорится, в 1948. По рассказам их не отпускали, пока новое поколение новых солдат не подготовит для того, чтобы они овладели своей профессией. И был и ранен, и контужен, там осколки. Они находились на берегу, как-то он рассказывал, и начали немцы бомбить. И его снарядом, когда взорвалось рядом там или недалеко, его закопало там по пояс, по грудь. И потом его друг, сослуживец, его откопал. Потом попал в госпиталь. В госпитале хотели ему ампутировать ногу, но он не дал свое согласие. Потом пожилой доктор, как он рассказывал, вылечил его. И ампутация не состоялась. И потом уже дальше служил. Немцы разбрасывали мины, портарий минировали, и они на корабле, плывучие мины или мины, которые находятся на берегу, они разминировали их. Сталека мины, которые были плавучие мины, их они расстреливали, а те, которые были возле берега, там возле портов, все это было заминировано, все порты, и они разминировали. Рассказывал, что бомбили когда, и один из снарядов попал в их корабль, минер. И из всего экипажа, там экипажи небольшие были, по 10-15 человек, осталось только 2. Все остальные, погибли. Он тут с медсестрой выхаживала его. И вторая фотография, это уже на гражданке, это тоже участник войны. Это медаль ветеран труда. Он проработал многое время в шахте. Ордена и награды, которые он имел, мы передали в музей. Характер был у него мягкий, он никогда ни с кем не ссорился, не хотел ссориться, пока его так основательно не заденешь. Но если основательно задел, тогда уже спуску не было ни нам, никому. Вспоминаю всегда, я готов был получить, как говорится, подзатыльник, чем прочитать мне мораль. Он застал, к сожалению, нашу войну. Он говорил, вы, говорит, не видели ни голода, ни холода. К сожалению, сами вы знаете, увидели мы и голод, и холод. Он тоже все это пережил, и в 1994 году, в августе месяце, его не стало. К сожалению, эта боль, которая она остается, она, хотя и говорят, что боль со временем она утихает, к сожалению, нет. Она со временем еще больнее становится. Это мои такие чувства, потому что те все, которые прошли все, и даже нашу войну, те, чем
дольше времени проходит, тем больнее эта рана, как говорится, не заживающая, она начинает болеть. Исаира, Аха, Ашарчуцвит.